Хотим взять себе интервью. Меня зовут Камиль, я учусь в высшей школе экономики на первом курсе, сам с Армейска. Что для тебя значит Рамадан? Ну, для меня это священный месяц, да, мы все знаем, что нам возможно сделать все свои благие дела, благие намерения реализовывать, быть, самыми правильными версиями нас, стремиться к чему-то высшему и так далее, и стремиться к этому. А ты или либо твои друзья держат его? Да. И поскольку мы в штабе татар, несколько вопросов по нему. Во-первых, традиционный вопрос: какое самое любимое блюдо ты здесь пробовал? По-моему, самое лучшее блюдо здесь это плов, который просто... Я не знаю, как его описать, это просто легендарнейшее блюдо. Каждый раз я сюда прихожу только ради него, можно сказать. С каким мясом? Я не знаю, мне вообще без разницы, какое мясо. Так, я все равно люблю. Отлично. Что для тебя значит штаб татар? Ну, штаб татар это для меня просто священнейшее место, где я прихожу пообщаться, найти новых знакомых, найти новый круг общения. И мне здесь максимально комфортно. Мне очень нравится то, что есть такое место, где я могу просто прийти, отдохнуть, почувствовать себя как дома. И я очень благодарен Рустаму Абоеву, Гульнаре Апе, что они организовывают это место. А есть какие-нибудь предложения по поводу штаба татар? Может быть, ты бы хотел кого-нибудь увидеть здесь, либо организовать какой-нибудь ивент? Я хочу, чтобы, если Рифхатова это видит, Рифхатова, приходите, пожалуйста, почаще. Я очень люблю слушать, как вы поете. Все, спасибо. Как тебя зовут? Меня зовут Арсен, здравствуйте. Ты первый раз с нами? Не, я здесь уже много раз был. Очень круто. И как тебе штаб татар? Что для тебя значит это место? Замечательное место, где можно пообщаться с людьми, с интересными людьми, с разными людьми, познакомиться со многими интересными, опять же, людьми с разных институтов, с разными интересами. Вот. Очень люблю это место и прихожу сюда всегда, когда могу. Ну и поскольку ты у нас давно, у нас появился интересный вопрос. Самое вкусное блюдо, которое ты здесь пробовал? Токмач. Это суп куриный с лапшой. Ты держишь Рамадан? Я считаю, это, в принципе, очень хорошая вещь, чтобы развивать какое-то внутреннее отношение к чему-то более великому, высокому и так далее. Поэтому уважаю людей, которые соблюдают Рамадан. Меня зовут Адель. Как узнала о нас, о штабе татар? О штабе татар мне рассказали девочки с моего города, когда мы вместе ехали на поезде. Вот. Ну, то есть это произошло каким-то магическим случаем, потому что поезд шел из Москвы в Казань, и в купе оказалось 3 девочки из Нижнекамска, а Нижнекамск — это не самый крупный город Татарстана. Вот. То есть ты у нас впервые? Нет, рассказали мне об этом в мае прошлого года. Долгое время я думала, идти или не идти, потому что мне казалось, что обстановка будет немножко такая напряженная в том плане, что слишком национально плотная группа, но мы в итоге пришли осенью с моими друзьями из Нижнекамска, и оказалось, что все максимально дружелюбные, открытые. Что самое вкусное пробовала? Пицца очень вкусная, мы все ее очень любим. Согласен. Пицца – это лучшая пицца в штабе татар. Меня зовут Амир. Добрый день. Ты давно в штабе татар? Да, я хожу уже где-то полгода. Полгода, классно. Ну, почти как я. Что для тебя штаб татар? Ну, как сказал мой лучший друг Камиль, штаб татар — это место, где мы собираемся с друзьями, заводим новых друзей. Вот там вот сидят мои знакомые друзья, с которыми я прихожу, играю, слушаю всякие лекции, которые нам организовывают. Вот. Ну и хорошо просто провожу время, особенно под конец недели. Очень приятно приходить и общаться с людьми, как-то развлекать себя, потому что я каждый день хожу на учебу, и это очень утомляет. Очень круто. Поскольку сейчас идет священный месяц Рамадан, пару вопросов по нему. Что для тебя, во-первых, значит этот месяц? Я знаю, что он значит для моих друзей, которые его держат, но для меня это просто обычный месяц. Я к нему сильно не отношусь. То есть даже никак не празднуешь, как-то даже не отмечаешь в голове? В голове нет, но можем собраться с друзьями, которые держат, и там провести ифтар. Я, правда, не держу, но с ними время провожу. Итак, Рустем, уже вовсю идет священный месяц Рамадан.
Как ты к нему относишься? Священный месяц Рамадан очень важный месяц для многих мусульман. Это месяц, в котором многие держат пост, посещают мечеть, таравих. Вот. Ну, я считаю, что в этот месяц главное – это делать добрые дела, быть открытым душой, относиться ко всем к вежливости. И, в принципе, в другое время это надо делать, но в этот месяц особенно надо проявить свой благодетель, осознать милость другим людям и сделать мир лучше. Ты либо твои родственники, друзья держат пост? Я лично пост не держу, но мои родители держат пост, все, в принципе, в моем доме. Вот. И многие здесь, кто пришел в штаб, многие товарищи, друзья держат пост. Вот. В целом это традиция татарского народа уже много столетий, мои предки и предки многих татар держали пост. Так что это уже укоренившаяся традиция мусульманская, которая активно и до сих пор в татарском народе присутствует. Что в этот священный месяц ты можешь пожелать нашим штабовцам? Я желаю в этот месяц относиться хорошо к окружающим, стараться делать добрые дела, проявлять благодетель, осознать о смысле жизни, в каком направлении надо двигаться. И в целом, не знаю, быть добрым и счастливым. Я думаю, это главное. И еще хотелось бы узнать у тебя, ты у нас в штабе давно, я часто тебя вижу. Расскажи, как ты узнала о штабе? О штабе я узнал 5 сентября 2021 года, состоя в группе Татар МГУ, и в чат пришло сообщение о том, что проходит мероприятие в этом месте. И я, немного подумав, все же решил пойти. Первый раз, когда я сюда попал, было очень удивительно. Я не ожидал, что здесь все так дружелюбно, очень хорошая атмосфера. И в целом мне очень понравилось. И с тех пор я пропустил мероприятие только один раз за 1,5 года. Возьмем интервью у наших прекрасных девушек из Государственного университета управления. На самом деле, это мой первый выход в этот штаб Татар. Я вообще здесь первый раз, и мне очень понравилось. Здесь очень уютно и так по-семейному, на самом деле. Я чувствую себя, как будто я сейчас в деревне у бабушки. Честно, я бы еще раз сюда пришла. Всем советую. Для меня штаб — это тоже очень действительно уютное, теплое место, в котором царит нереально прекрасная атмосфера. Здесь собираются татары всех университетов, появляется прекрасная возможность пообщаться друг с другом, узнать друг про друга что-то лучше. И в целом штаб навсегда в сердечке. Согласна. Сейчас идет священный месяц Рамадан, как вы знаете. Интересно узнать, что для вас значит этот месяц. Это месяц внутреннего очищения и взаимопомощи, благих дел и праведных поступков. Какие пожелания штабу? Желаем штабу расти, и чтобы люди приходили сюда и находили новые знакомства, новых друзей, и тоже проникали в эту душевную атмосферу. Вкусный плов? Плов, да, очень вкусный. Расскажи о сегодняшнем вечере. Я опоздал на час, но я пришел, мы уже дуа читали. Проповедь пропустил, но мне сказать, что она была очень интересная. Намаз потом почитали очень хорошо. Вот сейчас познакомился с новыми людьми интересными. Тут сидим, обсуждаем религию, Рамадан. Очень здорово, что есть такие вот вечера. Вот, а что для тебя означает Рамадан? Это месяц обновления личности всего человека в целом, потому что когда мы отказываемся не только от воды и от питья, мы отказываемся в месяц Рамадан совершения плохих деяний, стараемся меньше совершать грехов. И если действительно весь месяц мы так проводим, даже полмесяца, происходит глубокая трансформация. Если человек, например, раньше матерился, вот он месяц пост Рамадан держит, ему нельзя материться, он уже после 3 недель Рамадана, ему уже даже матные слова на язык не приходят, меняется мышление полностью, все. Очень глубокие происходят трансформации в человеке. Ты давно ходишь в штаб? 2-й год или 3-й. Как ты узнал о штабе? Меня добавили в группу землячества татарского в МГСУ, а потом сюда. И за 2-3 года у тебя накопились какие-нибудь пожелания, интересные идеи насчет штаба татар? Нам в штабе нужно обязательно организовать совместные вылазки в Казань. Согласен. Как вас зовут? Меня зовут Зейнеп. Меня Лилия. Очень приятно. Меня зовут Женя. Расскажите, как вам сегодняшний вечер, что вам запомнилось?
Очень интересно, много людей, с которыми можно познакомиться. Очень интересные темы здесь обсуждают. И вообще сама обстановка, само место, где проводится мероприятие, очень необычное для меня. Я здесь впервые, поэтому вот для меня это все очень новое и производит впечатление такое приятное. А я здесь не первый раз, но каждый раз это новые знакомства, это очень классно, интересно. А сегодняшний вечер конкретно дал мне новую информацию о религии, показал то, что все-таки надо изучать религию, надо знать, для того, чтобы быть реально, правда верующим, надо изучать. И для меня было открытие, что, оказывается, неверие – это есть самый большой грех. Вот. Спасибо так что штабу за интересного гостя, который рассказал, просветил молодежь, студентов. Спасибо большое. Зинеп, ты в первый раз здесь? Расскажи, пожалуйста, как ты узнала о штабе татар? Мне прислала информацию моя знакомая, с которой мы виделись на квесте татарском. Вот, там мы с ней познакомились, соответственно, и она мне написала недавно буквально о том, что проходит ифтар, и пригласила меня сюда. Вот, так я узнала. Что для вас значит священный месяц Рамадан? Для меня это прежде всего месяц, когда ты можешь очиститься духовно как-то обогащаться, очищаться и набираться много-много сил, как-то открывать для себя новые горизонты в плане религии, изучать что-то новое, безусловно, находить новых знакомых, знакомства, например, ифтары. Это такой благословенный месяц. Для меня это прежде всего такой свет. Это очень приятное ощущение от него исходит. Для меня месяц Рамадан – это месяц, когда можно сделать еще больше шаг к религии, больше изучать религию, а также это прекрасная возможность собираться с семьей на сухур, на ифтар, собираться с родственниками на ифтары. Это очень важно и очень сближает родственников и придает больше веры. Обязательно надо получать знания, чтобы всегда быть на истине. Да, поэтому в этот месяц призываю всех как-то сконцентрироваться на обязательных религиозных знаниях и не оставляйте от вопроса на потом.